Якутия переходит на раздельный сбор мусора. Вы, наши многоуважаемые зрители, наверняка не раз встречали специальные урны в торговых центрах. Но где и как их производят – вот вопрос. И на него готова ответить наш корреспондент Анастасия Кобызева. Анастасия, здравствуй. Где ты сейчас находишься? И ждем экскурсии по предприятию. Вася, я тебя приветствую. Действительно, якутяне медленно, но верно переходят на раздельный сбор мусора. Это, конечно, не может не радовать, хотя все это происходит не в таких объемах, в которых хотелось бы. Но главное, что работа в этом нелегком направлении уже ведется. Вот прямо сейчас мы находимся в городе Якутске, а именно в цехе, где производят вот такие вот пластиковые урны для раздельного сбора мусора. Я уверена, что жители нашей столицы видели их в городе. Мы в этом сами убедились с утра. Проехались по ряду организаций и учебных заведений. Они там стоят и, к слову, пользуются большой популярностью. Ну, они бывают самые разные, разных объемов, с разным количеством секций, от 2 до 4. Например, вот эта 4-секционная урна для сбора пластика, стекла, бумаги и несортируемых отходов. В цехе, где мы сейчас находимся, вот такие урны начали производить с 2018 года. За это время здесь сделали уже таких 40 штук. На достигнутом, конечно, никто останавливаться не будет. И возникает вопрос, как их делают. Вот о всех тонкостях производства нам расскажет руководитель цеха Геннадий Бубенчиков. Геннадий, здравствуйте. Ну вот мы с вами уже поговорили, вы сказали, что вот примерно, чтобы сделать такую одну урну, понадобится 1 день. Делаете вы его из качественного пластика российского производства. Ну вот расскажите нам о всех тонкостях. Да, любой заказ начинается с пожелания заказчика. То есть, если заказчик хочет 3, 2, 4-секционную урну, пожалуйста, мы под него сделаем любого объема, любой формы, любого размера, с его пожеланиями, там, цветовую гамму подберем для той организации, которая это заказывает. Ну и также все начинается с раскроя. Размеры, чертежи. Давайте вот прям будем показывать нашим телезрителям, как это все происходит. И вы прям, пожалуйста, комментируйте, что сейчас делает ваш сотрудник. На данное время Максим делает, согласно чертежей, наносит для раскроя, для распиловки, все это с чертежей переносит прямо на пластик. Сейчас он будет все это распиливать. Дальше, когда он все распилит, подготовит, он передает уже на следующий этап на сборку. Давайте на сборку, на сборку покажем. Ага. Вот на данном этапе Иван сейчас все зафиксировал. Сейчас разогревает оборудование для пайки. Это называется экструзионная сварка. Он все это спаяет при высокой температуре. Это все потом остынет. И потом все это он отдает уже на подготовку, на нанесение логотипов, наклеек уже на следующий этап. То есть получается у вас здесь полный цикл производства? Полный, с нуля. Ну, давайте вот посмотрим, что делают на 3-м этапе. Пожалуйста, вот тоже прокомментируйте, да? Да, на данном этапе Евгений наносит наклейки на крышки. Также он потом будет на готовые урны наносить тоже наклейки. И, в принципе, эти урны уже мы готовы отдать заказчику. А вот можно поинтересоваться, да, вот с каким количеством секций урны пользуются особой популярностью? Ну, набирает обороты 3-секционной урной, так как мусороперерабатывающие организации перерабатывают у нас в Якутске бумагу, картон и пластик. Да, это у нас известные фирмы. Некоторые ребята в Нижнем Бесяхе начинают делать плитку тротуарную из пластика. Есть одна организация в Якутске, которая из бумаги делает утеплитель. И есть экопартнер, тоже мусороперерабатывающая организация, она и батарейки перерабатывает, у них есть специальное оборудование, так что спрос на мусор в качестве сырья только растет. Ну, конечно, это не может не радовать. Вот я также знаю, что вы являетесь резидентом IT-парка. Да. Технопарка. Мы сделали проект по раздельному сбору мусора, по производству урн, также и морозостойких урн, то есть и уличных, и помещений. У нас же зима суровая, поэтому уличные тоже востребованы.
И мы с этим проектом стали резидентом технопарка. А вот сколько, кстати, я поняла, что морозостойкие урны, они черного цвета. Вот сколько вы уже таких сделали и как вы их, самое главное, делали? Ну, производятся они в таком же процессе технологическом, как и обычные урны делаем. Уличных мы сделали порядка 10 штук, поэтому они все прошли тест. И мы их пытались деформировать в суровый мороз, они выдержали нагрузку. А вот сколько градусов выдерживают? Минус 40, минус 50? Ну, вообще этот материал, он рассчитан выдерживать до минус 60, оставаться эластичным. Мы из такого материала, ну и другие изделия делаем, такие как водовозки на машины. Да, он выдерживает, такие наши температуры суровые выдерживает. Ну вот и последний вопрос, вот про объемы, да, в каких объемах планируете дальше производить урны? Ну, на сегодняшний день мы планируем на 2019 год по 10-15 штук в месяц. Да, это объем скромный, но с каждым годом, допустим, в 2018 мы даже не рассчитывали такое количество производить. А в 2019 мы разработали дорожную карту и идем по плану. План реализовываем. Получается 10-15 штук в месяц? Да. На этот год планируем по 10-15 штук в месяц реализовывать. Не только Якутск или Якутия, но и на Дальний Восток. Отлично. Большое спасибо за подробный рассказ и, конечно, желаем вам успехов. Василий. Анастасия, тогда такой вопрос от нас. Насколько активно предприятия внедряют эти урны к себе? Да, Василий, вот пользуются спросом, это уже и подтвердил руководитель цеха. Но вот сегодня с утра мы были в 35-й школе, с утра мы были в IT-парке, Сахатранснефтегазе компания. Они стоят, устанавливают по нескольку штук, поэтому спросом пользуются. Здесь урны делают каждый день. Ну, вот я еще хочу добавить, что показать вот готовую продукцию, вот результат. Я уже говорила, что делают их самых разных форм. Вот, например, вот эта урна в скором времени отправится в один из детских садов нашего города, что нас не может не радовать, потому что вот такую привычку, раздельный сбор мусора, нужно прививать с раннего детства. Я также еще в завершении, Василий, добавлю, что вот к 2024 году, это уже через 5 лет, в Якутии мы должны обрабатывать не менее 60% мусора. И как правительству нашего региона, так и нам, жителям, предстоит проделать огромную работу. Ну что ж, Анастасия, спасибо за экскурсию и столь познавательный рассказ. Будем надеяться, что теперь больше якутян обратит внимание на раздельный сбор мусора и будет ему придерживаться. А я напомню нашим телезрителям, что на прямой связи со студией была моя коллега и корреспондент Якутия-24 Анастасия Кобызева.